Телеканал продолжает освещать ситуацию вокруг сыктывкарского предприятия «Жилкомсервис». Напомним, в нашу редакцию поступило письмо от бывших его сотрудников. Специалисты жалуются на многочисленные нарушения со стороны руководства и называют причины массовых увольнений. По словам уволенных сотрудников, все началось почти год назад, 28 декабря 2020-го. Неожиданно для всех уволили директора «Жилкомсервиса» Алексея Будкина. И в этот же день на его должность распоряжением мэра Сыктывкара Натальи Хозяиновой был назначен Андрей Кап, который в свою очередь взял себе еще и зама. После прихода нового руководства предприятие покинули уже 17 человек, среди них и специалисты, отработавшие в Жилкомсервисе с самого его основания, и молодые мамы, оставшиеся без работы с детьми на руках. Вот что нам рассказала одна из них в телефонном разговоре. Она не пожелала называть себя. После выхода на работу из отпуска по беременности и родам и проработав с новым руководством 3 месяца, я была уволена по инициативе работодателя. На момент увольнения моему ребенку было 8 месяцев. В указанный период работы я была привлечена к 5 дисциплинарным взысканиям, дважды была лишена премии, а это половина нашей заработной платы. Стаж работы в данной организации составляет 10 лет. И хочу обратить внимание, что за 10 лет работы я ни разу не привлекалась к дисциплинарной ответственности. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, мы направили официальные запросы мэру города Наталье Хозяиновой, директору Жилкомсервиса Андрею Кап и Анне Дю, председателю Сыктывкарского городского совета, которые люди тоже пожаловались. По закону ответ должен быть дан в течение 7 дней, и как только он будет получен, телеканал обязательно сообщит вам об этом. А на следующей неделе, во вторник, о ситуации в Жилкомсервисе расскажет программа «Телезащитник».